Уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую вас на нашем вебинаре. Да, вижу ваши плюсики, ваши приветствия. Очень рада вас видеть, слышать. Спасибо. Ну что ж, раз стоят плюсики, то всем нам удачи. Начинаем работу. Спасибо. Итак, наш сегодняшний вебинар называется «Внеурочная деятельность как пространство образовательной и воспитательной среды». Приветствую вас я, Попова Ванда Цветановна, методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности. Со многими из вас мы уже знакомы, встречались неоднократно. Всех вас рада приветствовать. И сегодня на нашем вебинаре я постараюсь очень кратко рассказать основные приоритеты, основные задачи, оценку тех показателей, которые необходимо нам в нашей деятельности осуществлять. Извините, пожалуйста, я сейчас отключаю все громкости. И начинаем мы с вами сегодня вхождение в данную тему именно с нормативно-правовой базы, с понятий, с различных определений, для того, чтобы нам непосредственно перейти к нашей презентации. И вот я сейчас пытаюсь здесь разобраться. Я впервые в таком режиме, в дистанционном, поэтому надеюсь на ваше понимание. Сейчас вот переключила на второй слайд, но вот, надеюсь, все получится. Итак, разберемся мы с вами с понятиями. Внеурочная деятельность – это одна из составляющих образовательного процесса, работающая на единый результат, наряду с урочной и внешкольной деятельностью. Внеурочная деятельность является образовательной. Это все мы хорошо понимаем. Это продолжение той учебной деятельности, той образовательной деятельности, которая определена и должна быть проведена оценка ее качества, тех изменений, приобретений, превращений новообразований, которые произошли у учащихся. Внеурочная деятельность – неотъемлемый компонент основной образовательной программы, результаты освоения которой очень важны. Мы с вами под внеурочной деятельностью, естественно, опираемся на федеральный государственный образовательный стандарт, и все эти понятия мы пытаемся с вами сегодня еще раз вспомнить. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации в ГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Здесь мы очень четко должны понимать, что такое формы отличные от классно-урочной. Это очень такое важное понятие. То есть получается, несмотря на то, что наши дети в классе, но форма отличается от классно-урочной. И тем не менее, это тот же образовательный процесс. То есть основная цель внеурочной деятельности – это как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личных результатов, необходимо понять, что такое ценностные ориентиры, потребности, интересы человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, благодаря этим параметрам, так как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов и мотивов. Вот здесь как раз включаются все механизмы мотивации к деятельности, потому что ученик интересуется, познает, действует именно на основе своих потребностей, потому что он сам выбирает и тему, которую определяет ему педагоги. Естественно, выбор всегда должен быть. Ученик идет именно на
ту деятельность, которая организована в соответствии с его запросом, с его потребностями. Соответственно, здесь очень важны именно личностные метапредметные результаты. Акцентирую ваше внимание на то, что ценностные основы, ценностные приоритеты всей образовательной деятельности – это, конечно же, прерогатива этой деятельности, она имеет ценностно-смысловую функцию, значение ее для того, чтобы ребенок включился в осознание себя в роли познающего, постоянно был в рефлексии, в оценке своих результатов. Основополагающие цели внеурочной деятельности – это создание условий для достижения учащимся необходимого социального опыта, общественной жизни и формирования системы ценностей, принимаемой обществом. Что в данном положении для нас должно быть очень важным? Мы с вами все включаемся сегодня в различные проблемы глобального мирового масштаба. Естественно, опыт жизненный приобретается он в рамках той деятельности, где человек осмысленно действует, где он понимает, что необходимо ему понять в этой жизни, разобраться со смыслами, самоопределиться, понять задачи, которые у ребенка должны быть поставлены на перспективу. И это очень важный компонент внеурочной деятельности. Опираясь на нормативно-правовую основу, мы еще раз будем вспоминать с вами и неоднократно Закон об образовании в Российской Федерации. В статье 2 даны основные определения образовательной сферы. В самом начале я сказала о том, что наша тема определена как внеурочная деятельность в контексте образовательной и воспитательной сферы. Почему же нам необходимо тогда опираться на закон и на основные определения? Для того, чтобы мы понимали, что в законе говорится о едином, целенаправленном процессе воспитания и обучения. То есть, с одной стороны, эти понятия интегрированы, они взаимосвязаны, они взаимодополняются, и в то же время между ними есть определенные смысловые различия. То есть в образовании является общественно значимым благом, осуществляемым в интересах человека, семьи, общества, государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях. Вот такое определение нам дано в законе об образовании. Ключевое здесь то, что в процессе целенаправленном воспитания подставлено впервые, может быть, за долгие годы, именно благодаря новой редакции закона, мы сегодня все-таки это должны осмыслить, оценить и понять, принять это как педагоги, которые отвечают за результативность той деятельности, которую осуществляют. И я обращаю ваше внимание и всегда опираюсь на основное определение из закона о воспитании. Воспитание это носит деятельностный характер и в законе определена как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения, социализации обучающейся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Сегодня, благодаря тому, что мы имеем очень много важных документов, законов, так скажем, стратегических для системы образования, мы можем оперировать ими, пользоваться. И мы еще раз вернемся с вами и к стратегии развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, и концепции духовно-нравственного воспитания, которая еще в 2009 году была разработана как рекомендация. Здесь у нас и программа «Патриотическое воспитание граждан» до 2020 года. То есть это ключевые такие документы, на которые, конечно, мы с вами сегодня все ориентируемся в нашем образовательном пространстве. Здесь есть некоторые приказы, есть здесь примерная основная образовательная программа уровня общего образования, разработанная в соответствии с ВКОС. И, в общем-то, нормативно-правовая основа – это
все те документы, которые мы должны оперировать, пользоваться в своих программах воспитательной деятельности, обязательно включать. И здесь в стратегии развития и воспитания в Российской Федерации приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями, умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. Какие важные, какие ответственные для нас всех, для педагогов слова, которые вот прописаны в нашей стратегии воспитательной деятельности. Целью стратегии является определение приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе. Целью государственной политики мы должны разбираться, в общем-то, в целях собственной профессиональной деятельности, в собственных программах внеурочной деятельности. Мы должны правильно уметь ставить цели, опираясь на государственную политику. Мы, конечно же, должны смотреть на те воспитательные внеклассные мероприятия, где целевые ориентиры мы задаем. Целью государственной политики в сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышение уровня консолидации общества для решения задач, обеспечения национальной безопасности, устойчивого развития Российской Федерации, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории, культуре России, обеспечение преемственности поколений россиян, воспитание гражданина, любящего свою родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. Вот, собственно говоря, это все те ценностные основания, они являются тем целевым ориентиром, в общем-то, на чем строится, на том основании, на том базисе вся наша с вами внеурочная и воспитательная деятельность. Также у нас есть нормативные акты Республики Коми, которые мы тоже должны с вами знать. Здесь не только план мероприятий по реализации стратегии, здесь еще есть межведомственный план по реализации мероприятий по патриотическому воспитанию. У нас есть концепция семейной политики до 2025 года. Также у нас с вами действует закон о кадетском образовании. Сегодня мы очень большое значение придаем именно формированию патриотических каких-то ценностей в системе. Для этого, соответственно, призваны решать в основном кадетские классы, те, которые у нас действуют в республике. Очень часто сегодня мы объединяем конкурсным каким-то движением всех, кто работает в данной стезе. И основные приоритеты здесь ключевыми задачами являются, конечно же, благодаря использованию различных форм работы, это достижение тех результатов, которые заявлены в наших нормативно-правовых документах. Ну и где у нас школы, где, может быть, не является гражданско-патриотическое как основное выбранное направление развития системы образования или самой школы, то хотя бы нужно, конечно же, опираться на те ценностные основания, которые прописаны в документах. Дальше мы с вами должны будем рассмотреть, каким образом мы должны отслеживать результаты нашей внеурочной деятельности. Образовательные результаты внеурочной деятельности – это всегда тот или иной значимый опыт. Он может проявляться в эмоционально-ценностном выборе, нравственной позиции, может иметь характер творческого продукта или продукта проектно-исследовательской занятости. Но это всегда будет индивидуальный опыт ученика, что прямо обусловлено сущностью внеурочной деятельностью. Получается, здесь вот в этом заключается очень важное правило.
индивидуальный опыт ученика, в чем он будет выражаться, каким образом представляться, каким образом ребенок будет уметь его осмысливать и каким образом он сам сможет его оценить. Мы здесь в данной табличке видим роль, значение и место программы курсов внеурочной деятельности. Программа курсов внеурочной деятельности в структуре основной образовательной программы, начиная, мы опираемся на ВГОС начального общего образования, основного общего образования, имеет самостоятельное важное значение. Программы неурочной деятельности, они планируются в соответствии с теми потребностями, которые есть у родителей и учеников, а также в соответствии с теми возможностями и потенциалом, который имеется у той или иной конкретной образовательной организации. Очень часто задаемся вопросом, сколько же таких программ должно быть реализовано. Итак, сейчас попытаемся разобраться. Согласно статье, согласно требованиям ВГОС, часть 2, пункт 18.1.2, планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы должны являться системой оценки достижения планируемых результатов, должны включаться в основную образовательную форму, отличные от тех, которые используются в рамках урочной деятельности. Стандарт указывает, что система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы должна включать описание организации содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. Получается, промежуточная аттестация, она также требование ВГОС. Другой вопрос, что оценка личностных результатов, она не поддается той отметочной системе, и, соответственно, у нее должны быть другие выработаны механизмы. Результаты внеурочной деятельности должны быть так или иначе учтены, и по курсам внеурочной деятельности необходимо проводить аттестацию. Итак, для того, чтобы мы с вами перешли непосредственно к практической работе, мы пройдемся по слайдам. Я постараюсь очень быстро еще с вами поговорить о том, что же такое ценностно-смысловая ориентация. Ну, ценностно-смысловая ориентация – это прежде всего умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение ориентироваться в ситуациях нравственного выбора, умение соотносить понятия и ранжировать их. Вот то, о чем мы сегодня, в общем-то, будем и в нашей практической части, на что я буду опираться тоже, что же такое ценностно-смысловая ориентация. Складывается оценка внеурочной деятельности из следующих показателей. Здесь я использую опыт управления образования Сартывдинского района. На одной из конференций опыт был представлен. И, в общем-то, я хотела бы донести до вас, что необходимо на уровне образовательной организации использовать именно данную схему, данные параметры для отслеживания результативности. Итак, предметом оценивания будет общее состояние внеурочной деятельности, эффективность внеурочной деятельности, продуктивность внеурочной деятельности и удовлетворенность участников организации внеурочной деятельности и ее результатами. Сейчас мы с вами должны еще раз вспомнить, какие же направления у нас в внеурочной деятельности в рамках ГОС определены. Спортивно-оздоровительная, общеинтеллектуальная, общекультурная и социальная. Мы с вами понимаем, что отслеживать результаты мы можем конкретно, используя определенные карты занятости обучающихся. Что же такое информация о занятости учащихся? Можно предложить такой вариант, когда мы заводим индивидуальную карту, смотрим, в каком конкретном мероприятии участвует ученик, в каких конкретных, может быть, акциях, конкурсных, каких-то достижения, какие конкретно у него имеются, какая у него конкретного ученика недельная нагрузка на внеурочную занятость и на дополнительное образование. Хочется отметить, что очень четко надо разделять
внеурочную занятость от дополнительного образования. Дополнительное образование, оно не должно брать во внимание то количество учеников, которые участвуют в кружках по внеурочной деятельности. То есть это разные дети, по-разному мы их считаем. И таким образом мы с вами сейчас должны понимать, что общая недельная нагрузка обучающихся, она не должна превышать определенные нормы, но мы должны, тем не менее, обеспечить занятость во внеурочной деятельности каждого обучающегося. Сейчас хотелось бы обратить ваше внимание, что Коми Республиканский институт развития и образования на своем портале предлагает некие ресурсы, которыми вы можете пользоваться. В данном случае я предлагаю свою авторскую программу «Азбука права», которая разработана для обучающихся со 2 по 11 класс. И мы с вами сейчас попытаемся перейти на сайт КРИРО и посмотреть на данную программу. Итак, вы видите главную страницу. Здесь есть ресурсы на главной странице, в верхней части браузера, в верхней части самой страницы. И здесь есть с левой стороны издание института. Мы переходим к изданиям института. В данном случае программа внеурочной деятельности находится на электронном ресурсе. Нажимаем сюда и смотрим, где данную программу можно посмотреть и изучить. Вот азбука права. По ссылочке я перехожу. Программа азбука права. Ванда Цветановна, вы не переключились на рабочий стол. Не переключилась, да? Сейчас, минуточку, тогда попытаюсь сейчас сделать. Еще раз повторите, где будет ваша программа, когда переключитесь. Так, на рабочий стол перехожу. Угу. И вот перехожу на программу. Пока не появилась. Не появился. Да. Появилась. Нет, пока не появился. Поделиться кнопочку нажимайте. Так, поделиться. Там внутри окна щелкнули, чтобы она стала активной. Начать трансляцию с рабочего стола. Так, поделиться. Да. Видно? Нет, пока. Пока нет, да? Вот сейчас видно. Сейчас видно. Переключайтесь. Еще раз покажите, где путь, где на сайте КРИРО. Так, сейчас, минуточку. Значит, мы с вами выходим на сайт КРИРО. Сначала мы идем в ресурсы. Идем сюда. Дальше электронные ресурсы. И спускаемся вниз. Вот есть у нас один тут сборник «Навстречу добру и любви», к которому я хотела бы тоже обратить ваше внимание. Но сейчас мы смотрим на программу курсов внеурочной деятельности для обучающихся со 2 по 11 класс организаций Республики Коми и обращаю ваше внимание на программу «Азбука права». Здесь мы ее просто открываем, и я к ней перехожу. Данная программа разработана, коллеги, специально для вас, чтобы вы могли ею пользоваться. Уже не первый год. Ванда Цветановна, не видно программу, может она... Вот все, появилась. Появилась, да? Данная программа, она разработана по 3 ступеням общего образования. И, в общем-то, в чем ее, можно сказать, преимущество? Во-первых, она выверена с точки зрения всех требований. Да, сейчас вот возвращаемся снова к нашей программе. Не слышно?
Да, ну надо же. Угу. Угу. Уважаемые коллеги, есть ли звук? Слышно ли меня? Обращаю внимание вас еще раз на свою авторскую разработку. Меня слышно? Ну, да. Угу. Да. Ну, благодарю вас. Тогда дальше работаем. Итак, программа курсов внеурочной деятельности имеет социальное направление. И в чем преимущество данного ресурса? В том, что здесь есть на что можно опереться, то есть каким образом ее можно адаптировать под свою школу. То есть не только мы проанализировали опыт многих школ России и подготовили эту программу с точки зрения практики и деятельностного подхода. Здесь в содержании вы видите, что данная программа в моем, скажем, описании, она прописана, значит, на 3 ступенях образования. И мы сегодня гражданско-правовое просвещение рассматриваем как основной приоритет, как ключевую задачу вообще для всей системы образования в Республике Коми. И вот если мы можем, что мы можем взять отсюда? Ну, вы знаете, что пояснительная записка в рабочей программе курса внеурочной деятельности не составляется. Я ее составила для вас только для того, чтобы вы поняли, что концепция, какова концепция данной программы, что можно, как можно охватить все уровни. Если вы, допустим, возьмете эту программу для всей школы и для всех уровней, то каждый учитель, имея желание ею воспользоваться, он может на основе нее разработать тот курс внеурочной деятельности на 1 год, в котором у него есть возможность и необходимость работы. Для этого он просто-напросто берет данный документ, составляет его без пояснительной записки, потому что пояснительная записка уже общая, и включает те темы, те цели, задачи, которые он может реализовать. Темы, естественно, могут варьироваться, он может добавлять что-то свое, исключать, может быть, то, что ему не подходит. И в любом случае эта программа может быть уже адаптирована к условиям. И здесь хорошо то, что практическая часть, она вся расписана в конкретных темах. И в этом заключается, в общем-то, и авторская методика той деятельности, которую мы предлагаем в рамках курсов внеурочной деятельности по гражданско-правовому воспитанию и просвещению. Здесь мы говорим о том, какие же формы отличны от урочных. Мы здесь это все прописали. Дальше, в чем заключается эффективность, какие методы обучения можно использовать. Следующий очень важный блок – это блок, который дети, возможно, совместно с родителями и с учителем будут включаться как в проектную деятельность. И проекты будут подразделены на несколько таких вот ключевых компонентов. Я гражданин, мой родной край, я и окружающая среда, я и культура, я и семья, я и закон. Но вот если говорить о проектной деятельности, вы многие уже знаете структуру проектной деятельности, знаете, что Джон Дьюи, основоположник данной проектной технологии. Здесь вы понимаете, что проектная деятельность, это прежде всего, она организуется для того, чтобы включить каждого ученика. Здесь есть возможность общения в проектных группах по интересам, дети объединяются. И, соответственно, здесь есть те задачи,
которые можно реализовать, и те результаты, которые можно достичь, вот именно о чем я говорила в теоретической части нашего с вами вебинара. Здесь, вот если мы посмотрим с вами на учебный план, то он распределен по блокам и по разделам. У нас здесь 3 важных, можно сказать, раздела на первом году обучения. Мы изучаем Конституцию Российской Федерации, рассматриваем тему «Россия нашей Родины. Человек и закон в нашей стране». На уровне основного общего образования расширяем данные темы. Здесь следующие, значит, у нас разделы – это «Я и социум», «Я и закон», «Я и традиции» и правовое самосознание школьников. На уровне среднего общего образования рассматриваем права и обязанности граждан Российской Федерации и гражданское самоопределение личности. Вот по такому принципу концентричности от простого к более сложному и повторяемся снова к более простым темам, усиливая их смысловую нагрузку, увеличивая, так скажем, объем информации и стараемся в содержательном плане дальше работать. И здесь учебно-тематический план программы именно рассматривается с точки зрения того, что же дети делают в рамках той или иной темы. Мы не только разбиваем на аудиторную и внеаудиторную нагрузку, то, что примерно должно быть поровну, но и рассматриваем именно характеристику деятельности обучающихся, каким образом, какие формы работают, какие игровые деятельности организуются, какая исследовательская тематика сопутствует. И, в общем-то, здесь вы видите, что в основной части, когда уже вот мы перейдем к планируемым результатам и к разделам, то каждая тема, она рассматривается именно с точки зрения теории и практики. То есть не обязательно нужно посмотреть, что делают дети, чем они заняты. И вот здесь мы с детьми обсуждаем план работы над проектом. Все вы это умеете хорошо делать. Очень часто в конкурсных материалах ваших аналитических очень хорошо иногда представляются проекты. Сегодня очень важно участвовать в направлениях российского движения школьников. Естественно, ребенок, он проектирует и реализует проект, и ему необходим некий выход. Для того, чтобы стать участником российского движения школьников, необходимо зарегистрироваться на сайте и включиться в активную деятельность. И вот тогда у нас получается очень хорошо, что и учителю плюс, что он включен в масштабные российские проекты, и дети видят выход за рамки той деятельности, которая происходит в конкретной школе, классе, в своем городе или в селе. Он видит возможности именно широкого использования того результата, который у ребенка уже налицо. Это его акция творческая, может быть, в виде рекламного ролика, может быть, это презентация, может быть, это творческая какая-то работа, может быть, это книга, может быть, это брошюрка такая небольшая, да, то есть он может абсолютно разные формы выливаться, тот или иной проект. Он может быть информационным, он может быть интеллектуальным, исследовательским, а он может быть именно в виде интеллектуального продукта. И темы вы видите, они все связаны с духовно-нравственным воспитанием, ну вот, допустим, даже здесь вот, где мы рассматриваем правила безопасного поведения в общественных местах, мы изучаем с детьми понятие «нецензурная брань». То есть здесь не только культура, этикет, но и ребенок должен понимать, что сквернословие, оно очень пагубно влияет на всю нашу жизнь, прежде всего на саму личность. И здесь мы готовим акцию в защиту языка. То есть мы можем подготовить памятку с детьми. То есть по мере накопления информации усложняется тематика. И, соответственно, вот те акции, они становятся уже более детально представленными, более
глубоко анализируемыми и более, эффект более выше. То есть мы видим, каким образом у ребенка видоизменяется уже собственное понимание той или иной темы. Таким образом, как раз формируется смыслообразование и самоопределение в деятельности, о том, о чем я уже говорила в первой части. Сегодня очень много идет работы в рамках проекта «Уроки Победы», посвященный 75-летию Великой Победы, Великой Отечественной войне нашего народа. Также здесь у нас есть темы, связанные с теми победами. Раз. Алло? Ванда Цветановна. Да. Пропал рабочий стол у вас опять. Пропал рабочий стол. Возвращаюсь. Так, вернулась. Начать трансляцию с рабочего стола, поделиться. Да. Угу. Ну как? Есть? Пока нет. Пока нет. Нет, пока. Не появилось? Пока что-то у меня, по крайней мере, не появляется. Коллеги, видно ли рабочий стол? Тоже пишут, что пусто. Перейдите обратно в презентацию. Вот, да, сейчас видно. И перейдите обратно в рабочий стол. Рабочий стол, демонстрация рабочего стола. Все, сейчас нормально видно. Можете продолжать. Включайте микрофон и продолжайте. Не надо, не уходите. Да, вот здесь все, продолжайте. Мы с вами продолжаем работать. Именно очень важные, очень значимые понятия изучают дети. Не только в рамках беседы, но и собственного осмысления того героического подвига, что же такое защита Родины, что такое обязанность гражданина, что же такое герои современности, кто такой Тимур Апакидзе, Евгений Родионов. Это участники афганской чеченской войны. И здесь мы предлагаем слова выдающихся поэтов, мыслителей, ученых. Все здесь работает на то, чтобы ребенок понял тот высокий, глубокий смысл той деятельности. Она была настолько бескорыстной, настолько она была самоотверженной, что, в общем-то, детям через осмысление вот этого героического подвига можно придумать такой проект, который бы стал социально значимым, который бы получил некий резонанс в обществе. И здесь мы, конечно, ребенку должны предложить, как работать над проектом. И вот эта памятка, она тоже здесь помогает учителю работать. То есть буквально практически руководство к действию. Мы здесь и таблицу можем заполнить, помочь ребенку, дать некий такой формат, каким образом работать над групповым проектом. И вот, конечно же, анализ и рефлексия. Что было легко выполнять, что было трудно, что вызвало затруднение, на какой же выход на социальные проблемы, каким образом данный проект мы можем предложить нашему обществу. Недавно у нас очень был хороший конкурс, он уже подведены итоги на создание рекламного ролика, бук-трейлера, который, в общем-то, пропагандирует именно значимость российского народа в Великой Отечественной войне. Я сегодня один из самых лучших роликов хочу предоставить вам для вашего внимания, чтобы вы посмотрели, что, в общем-то, вся неурочная деятельность, она направлена на то, чтобы у ребенка сформировались вот эти смыслы и ценностные предпочтения, чтобы у него было четкое понимание, что такое угроза, что такое нашему обществу, через социальные сети в том числе, каким образом правильно использовать интернет, какие компетентности необходимы для того, чтобы создавать такие видеоролики, как важно привлечь и сформировать у детей читательскую компетентность,
Здесь вот мы в данной программе, вы можете взять буквально тот возраст детей, в котором вы ведете, без пояснительной записки взять те темы, которые вам понравились, сослаться на автора, предложить нам, например, прислать в наш Центр воспитания и дополнительного, в Центр развития общего образования, социализации и воспитания на мою электронную почту вашу рабочую программу, и в следующем году целенаправленно работать вместе со мной. Я бы вам очень много присылала различных методических материалов, каким образом сделать занятия по внеурочной деятельности практикоориентированными, какие ресурсы можно использовать, потому что ресурсов на самом деле достаточно много в нашей методической копилке. Здесь также есть в данной программе диагностическая карта по уровням результатов, по критериям, конкретно с баллами, то есть каждый, ну не каждый возраст, а скорее всего вот здесь вот уже в то время, когда ребенок готов сам проводить, самоорганизовываться и достигать результаты, соответственно, сам себя уже готов контролировать. И когда мы ему задаем такой ориентир, и вместе с учителем ребенок учится анализировать и учится работать именно в конкретных компетенций. И здесь мы, вот, переходя уже к завершению, здесь речится уже не только с понятием «родина», «гражданственность», но с понятием «семья», «брак», «любовь», ценности. Ванда Цветановна, опять все пропало. Пропало все. Как слышно меня? Меня как слышно? Ванда Цветановна, вы пропали. Поделиться. Угу. Все, появились. Появились. Рабочего стола нет. Так. Вот общий доступ и вот так. Так? Ну, опять лучше переключиться на презентацию и по новой загрузить рабочий стол. Почему-то пропадает. Начать трансляцию. Вот, переходите на рабочий стол. На рабочий. Может, эту программу скачать и лучше ее сюда загрузить тоже? Да сейчас-то уже нет смысла, я уже постараюсь как-то к завершению подойти. Ну хорошо. Я в чат скинул ссылочку на эту программу, так что люди, я думаю, уже открыли. Да, ее. хорошо. Тогда, может быть, я перейду к демонстрации именно самого этого ролика? Ну, пожалуй, да, можно. Да, тогда, значит, я сейчас перехожу на рабочий стол. Сверху закладка «Вопросы», там у вас есть один вопрос. Не забудьте потом на него ответить. Хорошо, посмотрю. Значит, сейчас вот поделиться, перейти к рабочему столу и продемонстрирую, постараюсь вот сейчас ролик. Реклама «Матерь человеческая» называется. Пока не видно рабочего стола. Не видно, да? А я вот... Да. И микрофон пропал. Видно? Да, сейчас вас... Раз, вы появились, но рабочего стола нет. Рабочего стола нет. Тогда что мне делать? Вот у меня... Ну, еще раз, переключитесь еще раз на презентацию. Ролик где? В интернете ролик? Или у вас нет, он не в интернете, он у меня на рабочем столе. Давайте попробуем его сюда загрузить. Презентация нажмите и, значит, загрузить видео. Так, презентация. Угу. Загрузить видео. Загрузить презентацию или видео? Загрузить видео, ищите, загрузить видео. Ага. Загрузить видео, так. Угу. Да, и выбираете файл. И выбираю файл. Да, он, может, там немножко будет... Он большой по объему у вас? Нет, небольшой. Вот я его уже туда загружаю, но не знаю, он загружается или нет. Ну, у вас должно выйти сообщение, идет загрузка. Нет, загрузить видео просто у меня здесь. Загрузить видео, файл выбрали? Да.
Открыть. Нажимаю, но ничего не открывается. Наталья Николаевна, видео на рабочем столе у Ванды Цветановны, поэтому ссылку никак не указать. Угу. Ну, давайте тогда я покажу что-то другое. Ну, давайте еще раз попробуем включить рабочий стол. Угу. Нажимайте рабочий стол. Так. Начать показ рабочего стола. Рабочий стол. Угу. Начать показ. Так, поделиться. Поделиться, да. Угу. Странно почему-то. Вот плюсик появилась, но вот Наталья Николаевна пишет пусто. Ну да, нету пока, нету рабочего Угу. стола. Непонятно почему. Пропал и голос ваш пропал тоже. Появилась? Давайте тогда Рабочего стола нет. Нету, да? Ну вот ничего не могу сделать. Они будут выложены. Эти ролики, лучшие ролики из опыта работы, они будут выложены. Вот Наталья Николаевна предлагает на сайте Криро. Нажмите еще раз поделиться. Там внутри вы нажимаете кнопочку, чтобы за окно выделилось, что вы хотите вот я делиться. сейчас нажимаю снова на рабочий стол. Так, на презентацию. Ну... Нет, подождите, кнопку «Поделиться» нажмите. А сейчас я где должна быть? На рабочем столе, да? На рабочий стол, да. Так. Начать презентацию рабочего стола. Рабочий стол. Так. Вот, поделиться. Сделала. Активная у вас ссылка «Поделиться»? Да, все сделала. Не появляется рабочий стол. Может, мощности интернета не хватает? Не пойму, почему. Желательно закрыть все ненужные программы. Презентация вам не нужна, уже она есть в вебинаре. Закройте презентацию. Получилось. Алло. Алло. А сейчас слышно и появился Меня рабочий. Слышно, да? Да, запускайте ролик свой. Меня запускайте слышно. Так, теперь, да, значит... слышно и виден рабочий стол. Так, тогда Вот сейчас опять все пропало. Опять все пропало. Пропало все. В этой ситуации очень непросто справиться, конечно, нам со своими тоже задачами. Я прошу прощения, я надеюсь, что все-таки в очном формате мы эту тему еще продолжим. Тема на самом деле очень обширная. Спасибо большое за поддержку всем. Угу. Спасибо.
2 вопроса в закладочке «Вопросы». В верхнем меню закладочка «Вопросы», 2 вопроса есть. Где нужно найти меню? Я только чат вижу. Вопросы. Вот вопросы. Что может быть продуктом мероприятия? Можно вашу электронную почту. Да, электронную почту можно.